Графофобия. Боязнь писать, брать в руки письменные принадлежности. Часть вторая. И о какой фобии мы поговорим сегодня? У нас проблемы, доктор. В правительстве. На наши письма никто не отвечает. Наши буквы никто не понимает. Это потому, что мы такие неповторимые и уникальные, как наш алфавит? Конечно, эти болваны, весь остальной мир, ничего не понимают в алфавите. Наш алфавит придумал, это знают даже дети. Сам сироп Маштоц. Прошу прощения, мисроп Маштоц. У нас даже букв не как у всех, а 38 с половиной. Расскажите мне об этом. Да, припоминаю. Это было в детстве. 38 попугайчиков и одно попугайское крылышко. 38 попугаев и еще одно попугайское крылышко. Это случилось само собой. Он подошел сзади. Подробнее. Я просто рисовал карак, а получилось, что я написал по-армянски неприличное слово. Я был маленький, и с тех пор я боюсь писать. Пробовали печатать? На печатной машинке, скажем, на компьютере. Конечно, все равно каракули получаю. Я недавно на заседании правительства задумался. Рисовал кружочки, палочки, голых женщин. Просто каракули. И оказалось, что я написал ноту протеста Аргентине. Чуть не объявил войну Новой Зеландии. Помогите, профессор. Только вы сами сможете помочь себе. Правильно, добавим новые буквы в алфавит, догоним Китай по количеству значков и значений, докажем всему миру вашу уникальность. У меня даже нет гипопотама монстра с эскрипедалиофобии. А что это? Боязнь произнесения длинных слов. Я больше не боюсь.